Татьяны Иванченко на 8 марта большие планы. Праздник она собирается встречать уже в новой квартире. Сегодня, 6 марта, ей, как и многим другим сотрудникам Башкирского государственного педагогического университета, вручили ключи от квартиры в новом доме, который построили по социальной программе. Мы жили с родителями, то есть это частный дом, такой, снимали какое-то время. Поэтому, конечно, свое жилье, это возможности. Но вообще, вы знаете, я рада, что я работаю в педагогическом университете 20 лет. В этом году 20 лет. Так что это такое большое событие, ну и подарок, в общем, правда. 18 сотрудников БГПУ получили ключи от новых квартир в поселке Баланово Демского района. Дома были построены в рамках городской корпоративной программы, что позволило значительно снизить стоимость квадратного метра. С удовольствием принимаем в наши ряды демцев, ваших сотрудников. Я думаю, что Дема – это экологически чистый район города Уфы, и очень много делается для социальной сферы, и количество жителей района из года в год, темпы роста населения очень большие. Новых жильцов радует не только низкая стоимость квартир, но и их расположение. Пока в этой зоне Уфы нет привычной для города суеты и шума, что является бесспорным преимуществом Демского района. А проблему транспорта обещали решить в скором времени. В ближайшее время планируется пустить 6 маршрутов, которые без пересадок будут вести к университету. Вот такую поддержку со стороны республики, конечно, огромное благо. Я бы хотел сказать огромное спасибо Рустаму Закиевичу, поскольку по его инициативе наши строители, наше правительство сумело найти программу, которая устраивает более-менее наших преподавателей. Это не первая и не последняя программа, в которой принимают участие сотрудники и преподаватели вуза. В мае вручат ключи еще 5 счастливчикам, а скоро по соседству с уже сданным домом планируется построить еще один, и тоже для сотрудников БГПУ. Как и для студентов, в Башкирском государственном педагогическом университете работает правком сотрудников университета. Данная программа не была бы столь успешно реализована, если бы не активная деятельность профсоюзных работников. У вас было всегда дома тепло, уютно, чтобы дети собирались вокруг вас, семья ваша вокруг самовара собиралась, вам чайник на память. Конечно, тяжело. Я понимаю, что тяжело решать жилищную проблему. Вот мы сами все понимаем, тяжело. Если по рыночным ценам, это практически нереально, к сожалению, для бюджетного работника. А вот такие программы, хорошо бы еще побольше вот таких программ, поэтому я от имени наших коллег, от имени коллектива хочу выразить огромное спасибо правительству, городу, президенту, благодаря которым появились такие корпоративные социальные программы. По словам жильцов, больше всего удивила оперативность реализации программы. От момента написания заявления в правком до получения ключей прошло чуть больше полугода. В связи с этим в ней смогли принять участие наравне с преподавателями со стажем и молодые сотрудники. Неправы те, кто считает, что на преподавательскую зарплату особо не разживешься. По мнению Татьяны Иванченко, профессия преподавателя приносит не только духовное богатство, но и дает материальную стабильность, что позволяет ей обзавестись жильем. Стоит только постараться. Можно, вполне возможно. Если будешь хорошо работать, у нас есть возможность в ВУЗе зарабатывать, если ты хорошо работаешь. Участвуй в грантах, работай активно. Это возможно, да, вполне.